Селям алейкум, достлар. Забыли, не ждали, а мы к вам вернулись. Храм-Татар Емеклира, ваша любимая передача «Кулинарная снова приветствует». И снова вас приветствует Лиля Ханым Мамутова, главный кондитер всея Крыма. У нас сегодня очередное сладкое, вкусное крымско-татарское блюдо под названием Шекер-хаик. Абсолютно правильно. Я его готовить не умею, и специально для этого нам своим опытом богатым поделится Лиля Ханым Мамутова. Я буду тебя учить. Конечно, да. Я сегодня в роли ученика. Алим, ты всегда говоришь, что ты не умеешь, а потом у тебя прекрасно получается. Так, мы договорились друг другу дифирамбы не петь. Да, но судя по тому, как ты мне тут... Все, начинаем. Давайте. Начнем сразу в дело, сразу в рецепт. С чего начинаем? Ну, конечно же, с теста. Конечно же, с теста. Да. Для теста, напоминаю, нам нужна мука, вода. Мука, вода, масло. Кто-то использует сливочное масло в тесто, мы будем использовать растительное. Вообще, сколько хозяев здесь на самом деле, да, столько и рецептов. Все делают по-разному. Давай, Алим, у тебя уже есть опыт обращения с чудо-машиной. Сначала ее надо открыть. А, да, точно. Опа. Сегодня мы будем использовать крюк. Крюк. Да. Давайте, учите меня. Муку сюда? Да. Всю? Конечно. Вся мука. Сколько здесь муки у нас? Тут примерно 550-600 грамм. Вот так. Сколько из него выхода какой? Выход какой будет? Ну, один тава у нас получится. Один тава. И еще чуть-чуть. Это примерно сколько штучек один тава? Ой, вот это я не считала. Все, хорошо. Масло? Подожди. Вот это жду. Вот не надо бежать. В масло нам нужно залить кипятка. Да, мы будем делать с собой на кипятке. Ух ты, вот это да. Это у нас тестомес. Наливаем. Сколько приблизительно воды, сколько приблизительно масла? Сейчас я все расскажу. И сразу яйцо. Яйцо мы не кладем в муку. Да. Ой, не в муку, а в кипяток, чтобы оно у нас не сварилось. Ну, понятно, да. Яйцо мы не кладем в кипяток, чтобы оно у нас не сварилось. А? По этапам. Мы замешиваем тесто. Так. Тесто должно получиться мягкое. Ага. Такое, чтобы нам было удобно его раскатывать. Оно не должно быть крутое. Угу. То есть, если бы я делал это руками, сколько это, минут 5-7? Ну, наверное. Очень быстро. Давай посмотрим. Выключай. Правильно? До конца. Да. Ага. Открываем. Видишь, уже готово. Ой, какое оно красивое. Вот у нас тесто такое мягкое. Но давай мы его еще чуть-чуть помесим. Включаем. Все, на самом деле очень облегчает быт хозяйки. Понятно. Вообще, насколько я понимаю, шекер-хаик это довольно трудоемкое блюдо. Очень, да? То есть из этого мы делаем вывод, что наши предки очень любили сладкое, и у них было достаточно времени, чтобы его делать. И очень любили готовить, видимо. Да, очень любили готовить, это точно. Но у нас достаточно много сладостей таких уникальных. Я напоминаю, что у нас в Храм-Татар Емеклира уже в рецептах побывали джевазли бойнус чехлар, который Рустем Ага Дервиш, замечательный, в котором в заведении, в чьем заведении мы сегодня находимся, в Бахчисарае. Были уже хурабье, которые мы с вами готовили. Я выключу. Все, мы выключаем. Теперь мы это тесто оставим отдыхать. Оно уже должно полежать минут 10-15. Так. Потом мы его делим на 12 частей. И будем с тобой катать 12 яимов, да. Что делаем сейчас? Можем масло растопить. Подожди, ты хочешь целиком, да? Сколько надо? Ну, все надо, но можно его чуть-чуть вот как-нибудь аккуратненько порезать. Маслечко у нас по рецептуре. Сколько примерно масла будем сейчас топить? Ну, оно у нас вообще должно... Мы будем заливать кипящим маслом. Сейчас мы его будем топить где-то, полчаса, минут 40. На один тава сколько, я имею в виду? Полкило масла Полкило, уходит. ого. Да. Ну, грамм 400, может. Смотря какой тава. Алим, у всех разные тава. Я хочу просто проговорить о том, что наши предки, только богатые люди могли себе позволить топленое масло, а в основном использовали топленый бараний жир. Да. Несмотря на то, что это сладость. Вот об этом я не знала. А вот так вот. Ну, пока масло топится, мы что, тесто будем раскатывать? Да, работы много. Да. Все, поехали.
Итак, отдохнувшее тесто мы делим на 12 частей, я напоминаю. И делите его, пожалуйста. Ну, давай. Подай мне, пожалуйста, вот эту вот муку. Подаю. Я муку смешала с крахмалом, так удобнее будет катать. Это не обязательно вот давайте делать, по граммам, конечно. и по ингредиентам. Что нам нужно и сколько нам Смотри, это нужно? Алим, вообще вот сколько хозяек, столько и вариаций рецептов этого блюда. Мы сегодня использовали с тобой масло, воду, муку, яйцо. Кто-то воду заменяет молоком, кто-то растительное масло заменяет сливочным маслом. То есть вот у нас вот такой рецепт. Мы сформировали 12 кусочков. Что-то мне кажется, вот этот как будто совсем маленький. Малыш. Вот хорошо, Лилия Ханым, вы раскатываете, а я еще по рецептуре хочу уточнить кое-что. У нас вот вообще-то лежат лимон, яйцо и мед. Это мы будем с тобой варить сироп. Яйцо мы добавляли в муку вообще-то. Ну да. Ты решил меня подловить? Все. Из сахара, меда, лимона и воды мы будем с тобой готовить сироп, которым будем заливать, когда уже испечем наш шакер-хыр. Так, окей. Вот смотри. Смотрю. Видите меня сквозь тесто? Пока нет. Пока нет, надо катать дальше. Нет, вот видишь, за счет того, что у нас масло в тесте, оно у нас не будет так вот рваться. Вот здесь, видишь, я муку не положила, и оно у нас прилипло. Давайте я вам признаюсь честно. Когда я впервые услышал название шакер-кыйк, я подумал, это что-то крученный сахарный. Что-то вот такой перевод, я думал. Вот. А у вас какие предположения были? Честно говоря, я даже не задумывалась над этим вопросом. Мне на самом деле интересно. Конечно, интересно. Я пытаюсь... Ты знаешь, Алим, у нас дома никто никогда не готовил шакер-хыр. А шакер-хыр лучше всего готовила Анашкина биташка. Ну и естественно, что никто даже не подумал о том, что можно научиться у нее делать этот шакер-хыр. И на самом деле все свое детство я только слышала, какой был прекрасный шакер-хыр. И не попробовали? Но я не пробовала, потому что я была маленькая, когда биташка умерла. И с тех пор вы решили стать кондитером? Да. Нет, сейчас тонкий яим. Я не то что не раскатывал, я не видел никогда в жизни настолько тонкий яим. Достлар. Давайте я вам буду тоже откровенен перед вами. Может, вам подвинуть чашечку? Подвинь мне, пожалуйста, досочку. Куда? Вот сюда? Левее. Еще левее? Или правее? Левее. У меня лево-право нету, Алин, поэтому туда. Туда, окей. Я подвинул. Что мы делаем? Мы выкладываем один день вот так. А вдруг у тебя сейчас получится лучше, чем у меня? Так, мы берем скалку маленькую. Начинаем, да? Да. Отсюда, да? Да? Начинаем. Начинаем. Опа. Чего? Молодец. Смотри, как у тебя хорошо получается. Можно вот так, знаешь, как рукой поправить. Так, как катали женщины в Турции, я нигде не видел, чтобы так катали. Я же говорю, это какая-то фантастика. Алим, ты пока катай, а я посмотрю наше масло, хорошо? Посмотрите на наше масло. Ну, на самом деле, я вам хочу так сказать, Достлар. Видимо, у меня никогда не получалось раскатывать нормальный яим, потому что я делал не очень хорошее тесто. А вот это тесто раскатывается вообще легко, прекрасно, с удовольствием. Я получаю удовольствие. А у меня, правда, яим уже перестал быть кругловатым. Подожди, давай. А ты вот так вот? Я вот так вот, да. Сверху тоже можно. Вот прям так много, да, надо делать? Ну, желательно, чтобы оно не прилипало. Угу. Если тебе нужно уже, если ты чувствуешь, что тебе нужна другой ухлав, можешь поменять. Меняем ухлав на тот, который побольше. Давай. И я боюсь вот здесь, что я сейчас буду раскидывать все вокруг. Давай я тебе... Дайте мне место, пожалуйста. Можно чуть-чуть нажимать. Я нажимаю. Оп. Есть какой-то... Отлично, вообще просто. Мне кажется, надо мукой посыпать. Не надо. Шикарно. Чуть-чуть можно
Силу так чуть-чуть. Я... Очень похоже. Давай сверху выкладываем. А вот мукой не надо было посыпать? Нет, у нас, видишь, нижний в муке. Обильно нормально. Посыпан. А вот сейчас надо посыпать мукой? Сейчас надо посыпать мукой. Видите, Сыпь. как я угадал? И даже можешь начать катать. То я и начну. Вот тут не обязательно было, конечно, сыпать мукой, ну ладно. Я же вас спросил. Я думала, ты вот тут хотел. Все, мы сделаем вид, что ничего не было. Нет, пусть будет. Шикарно, Алим. Что бы я без тебя делала вообще? Что бы я без вас сделал? Мы договаривались не петь дифирамбы друг другу в начале выпуска, да? Да. Достаточно муки? Достаточно. Дослар, а давайте мы вас тоже мучить не будем. Все 12 слоев. Наверняка женщины, которые умеют раскатывать яим, смотрят на меня сейчас и морщатся. Поэтому не будем никого мучить. И вернемся к вам уже тогда, когда раскатаем все 12 наших замечательных яимов. Ага, договорились. Аферист. Мы скатали тесто. Ну, почти мы. В основном Лиля Ханум скатала тесто. Вот оно! Посмотрите на него. Ура! Пергаментно-тонкое тесто. 12 слоев. Что делаем дальше? Теперь мы берем, все это благополучно сворачиваем. Так. Сейчас, хотя мы можем здесь порезать, но давай на доске. 12 слоев теста. Тоненького. Так, перенесем. Накатываем это все дело на... Закатываем. Перенесем. Губу закатываем. Закатываем это дело, можно губу тоже, конечно, закатать, ну ладно. Но не сегодня. Окей. Вот. Мы будем формировать наши шекер-хаих и складывать их в наш тава. Все, я пошел за тава. Сегодня он у нас модный, прозрачный. Вообще, ты знаешь, раньше у каждой хозяйки был вот свой специальный тава именно для шекер-хаих. Серьезно? Да. Ну, по крайней мере, мне так рассказывала моя Анашка. Она рассказывала, что у Биташки был специальный тава с бортиком, в котором она готовила исключительно шекер-хаих. Бортик. Бортик есть. А у нас чистая вообще? Я надеюсь. Ну, чистый, да. Большие или маленькие будем делать? Побольше? Мы будем делать побольше. Ага. Вот так делим. Это у нас не надо, да? Это у нас, да. Это у нас обрезки. Ну, хотя мы их можем с краю положить и испечь. Ну, уже, но наверное, так как не можем. Уже не можем, извините. Кто-то у нас похозяйничал. А давайте я попробую тоже. Давайте. Можно? Можно. Сформировать хаик, то есть косыночку. Во! Аккуратно. Смотрите, что у меня получилось. Такая красота. Какая красивая косыночка. А то. Нет, я неправильно положил. Вот здесь. Все. Все. Вот, да. Вот, да. Всему учить надо. Ну, поучите, пожалуйста. Что, я прочь, что ли? Так, Алин, мы должны еще одну туда поместить. Вот маленький у нас. Вот, смотри, вот, смотри. Ну, это обрезочка. Ну, это хорошо, хорошо. Я вас уговариваю взять его на борт к нам. Да, можно я тоже буду формировать? Да, давай. Хаихи. Нужно, Алим, нужно. Я готов. А вы пока режьте. Ну, хочешь, можешь порезать. Не хочу, я хочу сформировать. Мне очень нравится это дело. Ну, хорошо. Посмотрите, что у нас получилось. Один лишненький. Не лишненький. Давай мы вот это. Сейчас мы ему какое-то применение найдем. Опасность, Алим. внимание. Теперь мы заливаем масло. вот таким кипящим маслом. Так прям заливаем. О, какой у него приятный аромат, а? Да, скажи, вкусно Да, пахнет. у топленого масла какой-то особый кондитерский, что ли, аромат. Да, красота. Теперь эту ароматную красоту мы будем ставить в духовку. Да. При температуре 170 градусов где-то. Ага. Но вообще, я тебе хочу сказать, что каждый ориентируется на свою духовку.
И температура, которая указана на духовке, может не соответствовать температуре, которая находится внутри. То есть у тебя может быть на духовке там 170 градусов условно, а в духовке там 200. Поэтому есть такая штука, делать? Термометр специальный для духовки. Да, вот его можно желательно иметь дома. Ты знаешь, когда я поняла? На сколько времени мы отправляем в духовку? Минут 35-40. Ну, пока они должны все равномерно пропечься у нас. Окей. И пока они у нас пекутся, так, мы с тобой будем делать сироп. Сироп. Да. Итак, мы убрали все красиво, и вот эту красоту давайте, сделанную руками, наверняка Рустем Ага, посмотрите. Наверняка. Вот клеймо Дервишева из меди настоящее. Проверь, точно? Ну, конечно, да, Дервишева. Вот здесь мы будем делать сироп. Что мы будем делать, Лилия Ханум? Берем сахар для сиропа. Сколько здесь сахара? 300 грамм где-то. 300 грамм. Мы высыпаем эти 300 грамм сахара в нашу... Что это? Сотейник. Я проверял, я знал. И выливаем воды 200 грамм, да? Ну, стакан где-то 250. Стакан воды. Сразу видно кулинара опытного. Она уже отмерила, сколько ей нужно воды, и в кувшине держит столько, сколько нужно. Ложку меда. Ага. Алина, какой у нас мед? Горный. Крымский мед. Какой же он у нас еще может быть? Крымский. Так как мы с тобой из Крыма, то мед у нас, соответственно, тоже крымский. Или, может, я что-то не знаю? Нет, я даже в Крыму родился. Мед, ложка. Есть? Лимон сколько? Лимон, сейчас я косточки уберу. Что-то какой-то жадный лимон у нас. Надо вторую половину тоже. Будем не просто его нагревать, а он у нас должен прям покипеть. Покипеть? Да, хорошо. Мы его должны варить. Пусть покипит. Сюда, да, решили? Да, окей. Сейчас он у нас закипит, и мы его убавим. Сахар растает. Так он у нас пускай кипит чуть-чуть. Потом мы вот этим кипящим сиропом зальем наш шекерхих. Посыпем сахаром его? Сначала зальем, а потом посыпем. Окей. Ну, может, от перемены слагаемых сумма не меняется. Я думаю, поменяется. Если заливать горячим сиропом сахар, у него он растает. Он его смоет. Итак, давайте быстренько проговорим все этапы готовки и ингредиенты. Нам нужна мука, вода, сахар, 2 яйцо. Одно яйцо. Не перебивайте меня, пожалуйста. Люди должны услышать правду. Мы взяли 2 яйца, но использовали одно. Да, лимон, растительное масло, сливочное масло, вода, мед. Сахар. Сахар сказал. Окей, ингредиенты были. Из этого всего мы делаем тесто. Тесто мы Не из всего, Алим. Не из всего. Люди знают, из чего делается тесто. А вот кто-то, может, не знает и добавит сахар в тесто. Мы смешиваем муку, воду, растительное масло и яйцо. И делаем из этого тесто. Правильно. Тесто раскатываем на 12 тончайших пергаментно-тонких слоев. Слои эти мы складываем. Нарезаем из них квадратики, лепим из них треугольники, косыночки, хаики наши. Все это поливаем растопленным маслом сливочным. Так. Отправляем в духовку на 170 градусов на 20-30 минут. Каждый ориентируется на свой термометр, заведите духовочный. Желательно. Да. Делаем сироп из сахара, воды, лимона и меда. Так. Достаем наши уже хаики, готовые, поливаем сиропом, посыпаем сахаром, подаем к столу и наслаждаемся. Все правильно? Экзамен сдал. Хе-хей! Все, тогда увидимся, увидимся, когда будем пробовать уже. Нет, поливать сиропом и посыпать сахаром. Сначала. Ага, куда? Запасные руки есть? Нет. Красотища. Па-па-па-пам-па-пам. Вот такая кипящая ароматная красота у нас получилась. Будем заливать? Да, будем заливать. У нас здесь, напоминаем, сироп. Выключаю? Выключай. Сироп наш. Можно я полью? Да. Я поливаю. Я тебе доверяю.
Только начинай с одного краешка. Да. Ой, как это выглядит красиво, как это вкусно пахнет, и как это невероятно выглядит. Я не могу передать словами. Красотища. Все, не надо до конца. Я максималист. Не хочется трогать, красиво, да? Очень красиво. Аж мне нравится. Сам по себе процесс прикольный, как эти пузырьки здесь. Так, посыпаем сахаром. Ну давай, я надеюсь, давай еще чуть-чуть понаслаждаемся моментом. Понаблюдаем. Ну это очень красиво. Мне уже очень нравится. Ну давай теперь сыпем. Мне нравится, короче. Уступаю. Как сыпать? Много, только мало? Сильно не надо. Как сильно? Так как ты у нас максималист, Алин. Дай. Так. Ну я так могу. Ну подождите, половинку мне оставьте, я досыплю. Отдаю. Я тут вообще-то ведущий этой передачи. Вообще-то ладно, я без вас бы не справился. Вообще-то можно было чуть-чуть подождать, чтобы остыло. Ну ладно. Мы подождали же, мы... Очень подождали. Мне нравится звук, с которым сахар падает. Слышу. Магия. Вообще. Да? Вне Хогвартса запрещена вообще. Какая красота! В Дервише Визитор разрешена. Точно! Магия. Я думаю, что у нас так все получается замечательно. Мы же в Дослар, честно говоря, это, наверное, одно из лучших блюд, которое у меня получалось на этой передаче. У него. Которое было у нас в Харам-Татар Йемек-Лера. Я не вижу больше смысла долго разговаривать. Здесь надо пробовать, кушать, потому что выглядит красиво. Пахнет замечательно, да? Все, голова кружится, у меня уже предобморочное состояние. Надо варить хаве и вкушать. И ваш хаве Алим, тоже. Ты меня, конечно, извини, но я буду вот здесь прям пробовать. Ну, что за кощунство? Нельзя. Это очень вкусно. Да? Угу, да. Вообще... Ты не знал, что самая вкусная еда из Казана бывает? Ну, знал, конечно, но на съемках же нельзя так делать. Нет? А? Нет. Можно. Правила, Алин, для того, чтобы их нарушать. Вот так вот меня Лиля Ханам сейчас научит, как надо. Дослар – это шекер хаих. Это невероятно вкусно. Смотри, как у нас слои открылись вообще. Да, оно не чрезмерно сладкое, оно ровно настолько, насколько нужно. Поработали мы с тобой на славу. Это точно. Как вы там говорили, масло сливочное, привкус какой-то, hazelnut, нет? Нуазет. Нуазет. Определенно чувствуются какие-то ореховые нотки. Давайте выложим это и угостим всех вокруг, чтобы это было красиво. Это вкусно! Очень. Блин, это реально вкусно. Так, пока Лиля Ханум работает, я тоже поработаю, поговорю. У нас сегодня в Харам-Татар Йемек-Лера была традиционная крымско-татарская сладость шекер хаих, сахарная косынка. Готовится она, не сказать, чтобы очень просто, но вы знаете, оно того стоит. Готовьте наши крымско-татарские блюда. Выезжайте по знаменитым нашим кофейням, местам, пробуйте их, наслаждайтесь жизнью, в конце концов, потому что в такие моменты просто живите полной жизнью, да? Детский восторг, детское счастье какое-то. С вами был Алим Аблаев и, конечно же, наша величайшая кондитерша всех времен. Мы же договорились не хвалить друг друга. Вот именно. Лиля Ханам Мамутова. Харам-Татар Йемек-Лера. Лайки ставьте, подписывайтесь на канал. Пробуйте шекер хаих. Корушкенте. Не забывайте, что мы из Крыма. А что тлоулсын?